Рахим Кусеев уже решил, кем хочет стать. Мальчик в будущем видит себя специалистом в техноиндустрии. А пока он идет к своей мечте, собирает роботов из лего и учится их программировать. Только дома собрал 3 таких. Теперь пробует свои навыки на дополнительных уроках в школе. Мы сейчас собираем автомобиль-робот. Мы поставили роботу колеса, и сейчас нам нужно поставить аккумулятор, чтобы он автоматически ехал. Я собрал робот-кран и автомобиль-робот, и робот-самолет и других роботов. Такие возможности у Рахима и его одноклассников появились только в этом году, благодаря Центру образования «Точка роста», который открылся на базе новой школы. Обучение в центре позволяет учащимся сформировать современные компетенции и навыки, освоить не только учебную программу, но и заниматься дополнительно. На данном направлении изучается конструирование роботов и заодно программируем эти роботы. Для этого у нас есть условия, там нам предоставили специальные роботы и компьютеры, чтобы запрограммировать. Занятия мы планируем проводить в четверг по 2 часа. Это после уроков, неурочные занятия. Мне очень нравится робототехника, но дома не было такой возможности. И в нашей школе открылся этот центр «Точка роста». И очень тут мне нравится работать. Мы сюда ходим раз в неделю. Тут очень красиво. Нам объясняют очень хорошо. Современные цифровые лаборатории для практических занятий по физике, химии, биологии и информатике. «Точка роста» с малых лет ориентирует детей на сферу, которая для них интереснее. 10% раствор хлорида натрия. Это обычная поваренная соль. Пока мы ее будем знать только так, мы пока еще начинающие химики. В этом кабинете ребята осваивают уже естественно-научные дисциплины. Учить химию куда проще, когда ее можно не только знать в теории, но и ставить химические опыты и эксперименты. Раньше у нас была теория, а сейчас больше практики. Мы на глазах видим, как происходит химическая реакция. Лаборатория — это все очень интересно. Химия сама очень нужный предмет. Формат работы учителей тоже поменялся, да и к новшествам нужно быть готовым. Чтобы подготовиться к работе в новых условиях, преподаватели прошли обучение на дистанционных курсах на платформе Академии Минпросвещения России. Я думаю, это и для детей в первую очередь благодать, это и для родителей, это и для людей, которые здесь работают, дают знания. Это хорошие условия, большое подспорье. Я думаю, дети заинтересуются предметом. У нас имеется, естественно, таблицы, у нас есть в лаборатории, у нас имеется большое количество реактивов, химическая посуда, различного рода приспособления для проведения тех или других опытов, практические работы. Центры образования «Точка роста» открываются с 2019 года в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта образования. В этом году на базе школ заработали еще 20. Ставку на образование делают и власти региона. Уже в 2024 году в Ингушетии должна появиться IT-академия, где будут взращивать будущих программистов и специалистов в IT-сфере. На сегодняшний день действует 103 центра «Точка роста». В 2024 году планируется создание 10 центров «Точка роста». И таким образом в Республике Ингушетия практически все школы, находящиеся в малых городах и сельских местностях, будут охвачены центрами «Точка роста». Получать современное и качественное образование в этом году делают упор на естественно-научную и техническую направленности. Тамара Хашагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.